Всем здравствуйте! Сегодня мы отправимся в путешествие по заповедным местам Республики Коми. Ну что, начнем? Республика Коми уникальна. Она простирается на сотни тысяч километров и обладает несметными богатствами. Коми – так называемый российский Клондайк. Здесь можно увидеть все – от водопада до океана, или как высокие и скалистые горы плавно переходят в необъятные таежные леса, а труднопроходимые болота дают начало множествам рек с прозрачной водой. И большинство этих прекрасных природных уголков находится под охраной. Но почему их пришлось охранять? С давних времен люди начали подчинять себе природу. Сперва это проявлялось в использовании огня, собирании ягод, грибов и одомашнивании животных. Затем численность населения нашей планеты стала резко возрастать, а это привело к тому, что мы стали употреблять больше растительной и животной пищи, использовать воду и лес, стали появляться заводы, разрастаться города, появляться автомобильные и железнодорожные дороги и так далее. А что же произошло с природой? Мы ее просто вытеснили. Люди стали понимать, что от природы может совсем ничего не остаться. И вы только представьте, что мы могли бы даже не увидеть природу в ее первоначальном облике. И вот тогда решили создавать территории, которые будут охраняться, на которых нельзя будет строить что-нибудь глобальное и в больших масштабах, разрушать. В общем, никак не вредить природе и ее обитателям. И назвали это особо охраняемые природные территории, а кратко ООПТ. ООПТ различаются по своим целям и задачам на следующие категории: заповедник, национальный парк, заказник, памятник природы и так далее. А первый природный уголок в Республике Коми, который решили оградить от человеческого вмешательства, чтобы наблюдать за дикой природой, это Печора-Илочский заповедник. Его история начинается с 1930 года, а создали его для того, чтобы сохранить охотничьи-промысловых животных – бобра, соболя, лося и дикого северного оленя. В северной части заповедника расположен знаменитый шедевр природы – одно из 7 чудес России – столбы выветривания на плато Мань-Пупунер. Эти каменные столбы настолько поражают своим величием, к слову, их высота достигает 50 метров, что сразу возникает вопрос, как природа могла сотворить такое уникальное место? А если включить воображение и приглядеться к каменным столбам, то можно увидеть силуэты разнообразных животных, людей и даже предметов. Все зависит от вашей фантазии. А вот национальный парк Юга-2, который находится по соседству с заповедником, хранит огромные запасы чистой пресной воды. И переводится нацпарк с коми языка «светлая вода». Именно здесь берут начало большинство горных речек, часть из них впадает в одну из главных рек нашей республики – Печору. А река Печора считается одной из крупнейших рек Европейского севера и входит в десятку самых длинных рек Европы. А еще одна из главных достопримечательностей нацпарка – это гора Манарага. Ее вершина очень узнаваемая. А вам она что напоминает? Манарага переводится с немецкого как «медвежья лапа». И действительно, вершина с сильно рассеченным гребнем очень похожа на поднятую к небу когтистую медвежью лапу, а ее зубчатый силуэт невозможно перепутать с другими хребтами. Национальный парк Юга-2 наряду с Печора-Илочским заповедником входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО как объект «Девственные леса Коми». Еще есть третья ООПТ, которая охраняется на федеральном уровне, то есть имеет важное значение для всей России. Это Национальный парк Кайгородский. Его создали совсем недавно, в 2019 году. И это самый крупный, не затронутый человеческой деятельностью массив южнотаежных лесов в Европе. А вот ООПТ республиканского значения у нас более 200. И среди них есть очень удивительные и интересные места.
Слышали ли вы когда-нибудь о лохнесском чудовище? Его научное название – плезиозавр. Ученые доказали, что эта история выдумка. Но вот в Каргородском природном ландшафте, который находится в Сыктывдинском районе, он на самом деле был. По мнению ученых, эта территория – самое северное место, где обнаружены останки юрских химер, плезиозавров и ихтиозавров, живших на Земле около 250 миллионов лет назад. Но как они здесь оказались? Ведь кругом лес. Оказывается, раньше на месте природного ландшафта с таежными просторами, холмами и лугами, между которыми течет Сысола, простиралось Сысольское море. А можете ли вы себе представить водопад на крайнем севере? Всего в 100 километрах от Воркуты за полярным кругом в царстве вечной мерзлоты раскинулся один из крупнейших в европейской части России водопад. Эта особо охраняемая природная территория называется водопад на реке Халмирью. В живописном скальном ущелье река Халмирью образовала каскад порогов протяженностью более 100 метров. Затем она переходит в трехступенчатый водопад, общая высота падения которого достигает 10 метров. А вот неподалеку от памятника природы водопад на реке Халмирью есть не менее удивительный памятник природы – гора Пембой. Пембойская возвышенность, как ее еще называют. Она протянулась узкой, слегка изогнутой линией более чем на 7 километров с юго-запада на северо-восток. Она словно китайская стена. Различие лишь в том, что она значительно короче, находится в тундре и ее создала сама природа. Самая высокая и протяженная часть этой стены, которая занимает 2 километра, как раз и входит в границы памятника природы. Кстати, а что вам напоминают эти скалы? Согласитесь, что они очень похожи на всеми известные столбы выветривания на плато Мань-Пупунёр. И это неудивительно. Ведь они являются родственниками мансийских болванов, потому что процесс их образования схожий с помощью выветривания. А в Троицко-Печорском районе есть памятник природы Унинская пещера, где были обнаружены следы стоянки древнего человека, и найденные там предметы относятся ко 2-му тысячелетию до нашей эры. В 1847 году пещеру посетила географическая экспедиция во главе с Эрнстом Гофманом. Ученые нашли медвежьи кости, но им показалось странным то, что они были слишком крупных размеров. Более чем через 100 лет было установлено, что эти кости на самом деле принадлежат медведю, но не обычному виду, а крупной разновидности пещерных медведей. Когда животное вставало на задние лапы, его рост достигал 3,5 метров. Вы только представьте, какой это был огромный и мощный зверь. А известно ли вам, что в нашей республике тоже есть свой океан? Но вот только океан этот болотный. Болотный заказник «Океан» в основном расположен на территории Усть-Цилимского района и был создан в 1978 году. Эта болотная система является одной из крупнейших болотных систем в Европе. 178 тысяч гектаров занимает болотная долина. Чтобы вам было понятнее, это больше площади северной столицы России, города Санкт-Петербурга. Океан является излюбленным местом птиц, так как месторасположение болота соответствует их основным путям пролета. Здесь можно встретить даже редких птиц, которые охраняются на международном и федеральном уровнях. Это серый журавль, пискулька, а также невероятно красивый лебедь-кликун. А вот в Удырском районе, на границе с Архангельской областью, находится невероятной красоты реликтовый сосновый лес. Тот самый, о котором пишет Михаил Пришвин в произведении «Корабельная чаща». А вот я сейчас тебе притчу скажу, и ты поймешь. Есть у нас возле реки Мизени в автономной области Коми корабельная чаща. Вот такой силы и красоты, что каждое дерево на подбор, дерево к дереву, так часто, что какому надлежит падать, упасть нельзя. Прислониться к другому и стоит как живое. Полюбилась людям эта роща, и решили
решили они ее хранить. Старики молодым передавали завет свой – хранить корабельную чащу. Сила в этой роще хранится и правда. Так 300 лет эту чащу укрывали от пилы и топора. Эта особо охраняемая природная территория так и называется – заказник «Корабельная чаща». Сосны, возраст которой более 200 лет, достигают высоту более 20 метров. Это выше пятиэтажного дома. Этот удивительный лес решено было взять под охрану в 1989 году. Казалось бы, что может быть удивительного на севере, кроме одного леса? А оказалось, чудес здесь безмерное количество. Наша республика Коми богата разнообразными ландшафтами, от непроходимых болот до безумно чистых озер, от безжизненной тундры, которая вовсе не безжизненна, до зеленой тайги. И важно беречь нашу единственную и неповторимую природу, чтобы будущие поколения смогли увидеть все ее великое разнообразие. А как вы можете помочь сберечь нашу любимую природу? Пишите свои ответы в комментариях. А на этом наш видеоурок подошел к концу. Всем пока-пока, до скорых встреч!